Еще немного, и сказка станет былью. Подходит к завершению строительство детского игрового парка. Глава города лично проинспектировал ход работ. Твори добро, и оно к тебе вернется. В республике продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Готов к труду и обороне. Горожане в очередной раз сдали нормативы ГТО. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире новости, в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. В наших выпусках новостей мы уже рассказывали о ходе строительства в Сибае детского игрового парка возле Дома молодежи «Мир». Напомним, что наш город вошел в число победителей конкурса «Игра со смыслом», объявленном благотворительным фондом Натальи Водяновой. Новые игровые объекты в этом году появятся в 17 городах России. И в большинстве это детские площадки. Но нашему городу повезло. У сибайских ребят будет настоящий игровой парк. Сегодня на строительной площадке вместе с журналистами побывал глава администрации Сибая Халид Сулейманов. Строительные и монтажные работы в будущем детском игровом парке сегодня идут полным ходом. Вместе с рабочими на площадке оказались и простые горожане. Рима Ганиевна Трофимова решила показать строящуюся площадку своей внучке Аделине. Как и все сибайцы, они обрадовались новости, что вместо пустыря здесь теперь будет настоящая сказка. С нетерпением ждем открытия. Очень красивая площадка. Вообще сильно красивая. Дети будут приходить играть. Мы тут рядом живем. Не дождемся, когда будет открытие. Чуть более 4 месяцев назад эта территория пустовала. И еще тогда, по весне, глава администрации Сибая Халид Сулейманов делился планами относительно того, что здесь будет. И вот работы уже близятся к завершению. Смонтирована основная масса игровых элементов. На подходе спортивные объекты. Будущий детский игровой парк включает в себя 8 зон. Среди них зона для самых маленьких детей, для детей постарше, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Будет и спортивная площадка с турниками и брусьями. Невооруженным взглядом видно, все на этой площадке крепкое и основательное, красивое и безопасное. Без сомнений, внимание и восторг детворы вызовет каждый находящийся здесь элемент. Спонсоры и подрядчики учли все пожелания сибайцев, а потому и работа спорилась. Я сегодня очень доволен работой наших спонсоров, так скажем, и работой подрядчиков. Они очень добросовестно делают. Даже смотря, как они одеваются, как они ходят, уже можно видеть, как они серьезно подходят к своей работе. Не все подрядчики такие бывают. Поэтому всем большая благодарность от меня, от администрации. И, естественно, наш и отдел культуры, социальный блок очень здорово поработали. Те небольшие деньги они превратили тоже в дело. Вот фасад, как красиво они сделали, и ограждение, и внутри работа делаются, и отопление. Кинотеатр «Мир», который был сегодня, терпит второе рождение, наверное, уже как молодежный центр, и детский центр, и как площадь. Поэтому я очень доволен, что мы смогли это сделать. Мы убеждены, что для всех детей игра – это необходимость, а не роскошь, и каждому ребенку должны быть доступны и безопасные условия для игр. Так сообщается на официальном сайте благотворительного фонда Натальи Водяновой. И уже сегодня можно сказать с уверенностью, это правило на примере Сибайского игрового парка реализовано полностью. Помимо средств, выделенных благотворителями, сюда вложены и деньги по программе «Комфортная городская среда», которая действует в рамках федерального проекта партии «Единая Россия». Аккумулирование нескольких источников финансирования позволило создать для детей действительно волшебное место. Работа на стадии завершения. Осталось заасфальтировать территорию и навести порядок. Официальное открытие игрового парка состоится через считанные дни. В своем интервью глава администрации города Халид Хамзович остановился и на других моментах. Подходит к завершению работа в новом сквере «Юность», где также предусмотрено несколько зон, благодаря которым отдыхать там смогут все, от мала до велика. Новая жизнь начинается в городском парке культуры и отдыха. Туда вложено немало средств, и на сегодняшний день ведутся строительные работы, которые продлятся еще определенное время, после чего парк значительно преобразится и заиграет яркими красками. Приятных моментов осени в городе будет много. Вот 21 у нас пройдет конкурс по мостам. Наконец-то и мосты мы построим. Я думаю, до снегов мосты появятся по Баймакской. И
поселка Золото, да, наконец-то появится. Просто сегодня процедуры, законы такие. Поэтому асфальт Чайковского начали, мы до улицы Кутузова будем тянуть вот отсюда. Дальше у нас Булякова улица, все уже сыграно, деньги есть, подрядчик определен. После Чайковского по улице вот этот круг, везде по улице Булякова асфальт будет заложен. Вот здесь будет асфальт новый. Тоже, между прочим, вот эти плохая улица останется тоже, да, коммунистическая, у нас где-то около 1 000 000 рублей, чуть меньше, по-моему. Вот где мы остановились, отсюда вот до Ленина будет новый асфальт. И еще будет на улице Матросова. Так что еще работы много, и дом достраивать будем. Но самая проблема, до сих пор не выходит экспертиза, проект из экспертизы филармонии. Но его все равно начнем, наверное, зиме, все равно работа начнется. Город постепенно растет и развивается. Появляются новые объекты, реализуются новые программы. И одна из главных ролей здесь отводится самим горожанам. Только в наших силах сберечь все это и сохранить для будущих поколений. Лена Кириллова, Ниасмир Хайдаров, Гульгина Раскильдина для службы новостей. Заниматься благотворительностью и волонтерством сегодня считается хорошим тоном. Такое движение с каждым днем набирает обороты и вовлекает в свои ряды все новых последователей. Так, еще в 2005 году в Уфе был создан благотворительный фонд «Ангел-подорожник». Сегодня его представители побывали в Сибайском социальном приюте для детей и подростков, чтобы поучаствовать в акции «Помоги собраться в школу». Акция «Помоги собраться в школу» проходит по всей республике уже в 7-й раз. Ее цель – помочь в сборах всего необходимого для нового учебного года детям в детских домах и в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Специально для проведения этой акции в гости к ребятам из социального приюта «Доверие» приехал представитель Совета благотворительного фонда «Ангел-подорожник» Аксель Гросс. Помимо подарков была подготовлена развлекательная программа. Но и воспитанники приюта, в свою очередь, приготовили сюрприз гостям – зажигательный танец, который дал начало легкому, непринужденному мероприятию. Наш волонтерский центр «Ангел-подорожник» работает с 2013 года. Началось это просто желание взять под опеку один детский дом, но количество волонтеров очень быстро увеличилось, и мы поняли, что мы можем охватить не только 2-3 детских дома, но и приюты, детские дома и дома престарелых. И у нас много волонтерских групп в разных городах Башкирии. Эта акция проходит по нашей программе «Счастливый школьник». Нам организация привозит школьную одежду новую, и эти вещи мы раздаем в регионы, где, по нашему мнению, необходима наша помощь. Например, у нас сейчас в ближайшее время акция, мы хотим снабдить кубызом 60 школ Башкирии, таким музыкальным инструментом кубыз, и обучить музыкальных работников, чтобы они могли создавать такие группы, которые играют на этом народном инструменте. В ходе мероприятия Аксель Фарихович несколько раз отметил важность волонтерской деятельности на сегодняшний день. Ведь это абсолютно безвозмездная добровольная поддержка, и любой волонтер понимает это, когда приходит в эту сферу. Фонд «Ангел-подорожник» и держится на помощи волонтеров и неравнодушных спонсоров. Взамен они получают то, что не измерят деньгами – благодарность. Я за эти акции действительно благодарна этому человеку, душе, который отзывается и чувствует все, что происходит. Это действительно нужда, радость детей, маленькая частица, которая она должна происходить в мире, на земле. Я думаю, и в каждой семье, но не всегда так бывает. Я думаю, что каждый мама, папа должен ее дарить. Но так выходит, что он ее дарит. Мы действительно благодарны ему. В ходе общения с воспитанниками приюта председатель Совета благотворительного фонда провел с ребятами небольшой интерактив, в ходе которого все вместе они пытались ответить на вопрос, что же такое доброта. У меня добро – это, наверное, более глобальное такое. Это социально направленное общество, которое не допускает каких-то негативных явлений в своей жизни. Оно только свою жизнь вокруг можно улучшить только совместно. Один человек мало чего может сделать.
Благодаря представителям фонда в рамках акции «Помоги собраться в школу» новую форму к учебному году получили 54 ребенка из 29 семей. Специалисты отмечают, детям нужна не только одежда, также востребованы канцелярские товары и портфели. Продолжается акция благотворительная «Помоги собраться в школу». Она в самом разгаре у нас. Оказываем помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мы стараемся помочь в сборе необходимой принадлежности, канцелярских товаров, новой одежды, рюкзаков. Отделение социальной помощи семье и детям находятся те семьи, которые различных категорий: малообеспеченные, многодетные, неполные, семьи с детьми-инвалидами. Вот для них, для всех мы стараемся помочь в данной акции. Присоединиться к акции «Помоги собраться в школу» могут все неравнодушные граждане. Специально для этого ежедневно торгового комплекса «Аструм» специалисты Юго-Восточного межрайонного центра помощи семье и детям организуют сбор вещей, канцтоваров в помощь нуждающимся. Акция продлится до конца месяца. Оксана Старовойтова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. В минувшую пятницу с самого утра в городе проходили мероприятия, посвященные Дню физкультурника. В первой половине дня состоялись и зарядка с чемпионом, велопробег, праздничный концерт и массовый пробег. Во второй половине дня в спортшколе прошла очередная сдача нормативов ГТО, а также соревнования по волейболу. День физкультурника всегда подразумевает полное погружение в спортивную атмосферу. Так, в Сибайской спортшколе состоялась очередная сдача нормативов ГТО. Данное физкультурно-спортивное движение начинает свою историю еще с далекого 1918 года, но современный комплекс ГТО был возрожден только в 2013 году, что вызвало бурный поток желающих сдать нормативы. Каждый сам для себя решает, проходить через данное спортивное испытание или нет. Но одна черта объединяет всех участников – целеустремленность, ведь именно она так нужна, чтобы начать подготовку ГТО. Сегодня праздник Дня физкультурника на нашем здании в Центре тестирования ГТО проводится акция «Проверь себя». Многие желающие сегодня пришли, принимаем мы в основном сегодня по техническим видам спорта. Прежде чем к нам прийти на Центр тестирования ГТО, муниципальный центр тестирования находится у нас под зданием детской спортивной школы на первом этаже Центра тестирования. Вы должны обязательно зарегистрироваться на сайте ГТО, взять УИН номер 13 цифр и подойти к нам. Вы пишете, подходите к нам, приносите с собой медицинскую справочку, пишите заявление, по каким видам вы будете сдавать. Нормативы по ГТО у нас 11 ступеней, но самые главные – это обязательные виды. Это беговые, бег на короткие дистанции, бег на длинные дистанции, и силовые, подтягивание на перекладине или сгибание-разгибание в упоре лежа и наклон. А все остальные виды у нас идут по выбору. Плюс ГТО в том, что сдать норматив может абсолютно любой человек, и для этого не обязательно быть спортсменом. Главное – это уверенность в своем здоровье и большое старание. В этом году особенно много молодых представителей в возрасте от 7 лет, которые уже решили испытать свои силы. Любой человек, обязательно любой человек. Но единственное, что условия такие, обязательно должен быть допуск врача, что ребенок или взрослый готов к сдаче норм ГТО. За 2017 год у нас на сайте ГТО зарегистрировано 3369 человек. Это получается с 1 по 11 ступень. И из них за первый квартал 2017 года и второй квартал дополнительно приняли участие и сдали 860 человек. Из этой количества людей, 63 человека знали на знак отличия, знаки ГТО. 32 человека сдали на знак отличия. Я сегодня здесь буду сдавать ГТО. Это где надо подтягиваться, отжиматься, прыгать в длину, наклоны. В это время в другом спортивном зале проходили соревнования по волейболу, где каждый участник боролся уже не за личную, а за командную победу. Волейболом я начал заниматься еще со школы. Я сам сакьяр, там в школьные годы учился и играл. Почему вы выбрали именно этот вид спорта? Я просто как любитель, люблю очень. Я слежу за всеми матчами сборной и нашего клуба «Урал» волейбольного. Он просто как это хобби мое. Наверное, как и в любом виде спорта, это трудолюбие.
Это самое главное, надо трудиться, тренироваться ежедневно. Ну, в волейболе, конечно, есть такой лимитирующий фактор, и рост обязательно нужен. То есть, если человек высокий, то может чего-то добиться. Если с маленьким ростом, но лучше пойти в другой вид спорта. Участниками турнира по волейболу стали не профессиональные, а любительские команды, а потому и победа для них не являлась самоцелью. Выход на спортивную площадку всего лишь повод встретиться с единомышленниками, немного размяться и лично приобщиться к массовому спортивному движению. Также в рамках Дня физкультурников в городе прошел еще ряд мероприятий. Среди них товарищеские игры по хоккею и фитнес-марафон от нового фитнес-клуба Body Club. Оксана Старовойтова, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости понедельника. Сразу после прогноза погоды смотрите первый выпуск программы Виктора Тюрина «Рыбацкая правда». На этом все. Хороших вам новостей и удачной недели. Увидимся.